хочется, чтобы все задумались о глобальном, то, что вот мы все слышим, как повестка дня где-то по новостям, но никто именно детально не задумывается. Вот, например, в частности, вот про глобальное потепление. Вот многие из нас слышат, а кто задумывается именно про саму суть проблемы, про какие-то конкретные факты, а что на самом деле. Дело в том, что сейчас вот все эти моменты становятся поляризированными, даже на уровне, что вот, как говорят в нашей стране правильно, там неправильно, но из-за этого теряется сама истина, что всегда, конечно, люди будут тянуть свои интересы. Но стоит вот задуматься. И еще вот мне очень важно, чтобы если у вас есть какие-то вопросы, там непонятно в теме, поднимайте руку, спрашивайте. Мне интересно именно рассказать то, что вам. Я вот как раз географ, и поэтому вот такие глобальные проблемы, это по моей сфере интересов. И сам я в интернете там много читаю, и на лекциях мы это проходим. То есть, например, вот сама суть глобальных поселений, многие слышат, но многие не понимают. Вот многие думают, что вот там углекислый газ поднимается, тают ледники, и там уровень океана поднимаются. Но на самом деле это такой сложный процесс. Во-первых, вот, частые ошибки, которые вот люди в воспринимании этого процесса происходят. Во-первых, люди думают именно, что везде в мире все происходит одинаково. То есть, например, говорятся, вот поднимется температура на 2 градуса. И это кажется многим абсолютно незначительно, что вот 2 градуса, ну больше, 2 градуса меньше, это вообще ничего не значит. Но тут важно понимать, что на самом деле вот у нас очень большой мир, и вот эти 2 градуса, они очень неравномерно распределяются. И именно как раз вот Россия, глобальное потепление, она затрагивает в большей степени, именно потому что более крайние широты, что северные, что южные, они больше всего нагреваются. То есть, соответственно, в Арктике, например, уже в некоторых местах температура выше нормы, но норма считается, вот какая температура была в 19 веке, до индустриальной революции, и какая она сейчас. Уже там температура на 3, где-то 4 градуса, она уже выше, то есть ежегодная. Вот. В прошлом году по всему миру глобальная температура была выше нормы на 1,4 градуса, если я не ошибаюсь. Вот, многие, может быть, слышали, была такая международная комиссия по прогнозу, и там говорили, что вот произойдут те самые вещи, если температура появится на 1,5 градуса, на 2. И в целом все идет к тому, что с текущими темпами выбросов, и даже если будет заменять активно на новые источники энергии, все равно планета нагреется на 2,5-3 градуса, а то и больше. Во-первых, вообще сама суть глобального потепления, это, ну, все, как многие знают, парниковый эффект, что углекислый газ, он, соответственно, выделяется из машин, из заводов, из там, другой техники, там, из самолетов, из пароходов. Но на самом деле это далеко не все, что составляет глобальное потепление. Например, даже вот животные, вот, например, коровы пукают, можно так сказать, у них метан выходит, и это тоже влияет на глобальное потепление. Где-то примерно 15-20% всех парниковых газов это именно, например, вот выбросы от коров, метан. Вот, и не только углекислый газ. Вот даже дыхание людей, на самом деле, это 1% всех вот выбросов. То есть если даже убрать все равно какое-то количество парникового газа будет выходить просто потому, что жизнедеятельность людей, жизнедеятельность животных. Поэтому тоже многие вопросы, что даже если закрыть все заводы и убрать все машины, все равно глобальное потепление, оно сразу не остановится. Оно будет по инерции еще расходить, конечно, замедлится его темпы. В чем многие ошибаются, то что вот глобальное потепление это только вот такая западная повестка, и что в других странах, например, об этом как-то не особо заботятся. Но тут важно как бы помнить, что, например, лидером по возобновляемой энергетике долгое время является Китай и в относительных объемах, и по производству, как солнечных батарей, потому что там и огромная производственная база, и в целом правительство объявило. То есть вообще многие правительства в мире, они объявили, что к 2050-2060 году прекратятся выбросы полностью, и поэтому, соответственно, глобальное потепление будет протекать намного медленно. Даже с текущими прогнозами, если они сделают все обещания, планета все равно нагреется на 3,5 где-то градуса, ну это максимум, где-то 2,5-3,5. Вот. И что же это будет значить именно для нас? То есть вот наш мир, это в любом случае повлияет как-то косвенно или прямо на жизнь каждого, просто потому что теперь на планете все взаимосвязано. На самом деле нам повезло, учитывая, что мы живем в умеренных широтах, то есть Москва, там, Татарстан, и у нас нет особо экстремальных температур. То есть, но важно понимать, что большинство мира, оно живет не в таких комфортных условиях, где мы. Конечно, можно сказать, что там зимой холодно, это некомфортно, но в целом у нас все температуры, они в умеренной такой зоне располагаются. Что у нас нет, ну, очень редко бывает какая-то радикальная жара, когда плюс 40, и все загибаются. Но вот с глобальным потеплением такие случаи будут становиться намного чаще. Вот, как, например, в Москве было 2010-го, там из-за смога в целом, уже чаще в Европе становится, например,
особенно в Южной, такие экстремальные явления, что просто настолько жарко, что организм не может сам охлаждаться, и поэтому люди погибают просто от температуры, от жары. И вот, по-моему, вот уже в последние года тысячи людей, уже десятки тысяч вот гибнут об этом вот, суммарно в год по миру. То есть, можно сказать, глобальное потепление, оно уже происходит, уже от этого есть какие-то жертвы. И тут тоже не все так просто. Например, оно влияет на увеличение частоты ураганов, и, соответственно, они становятся более мощнее, более сильнее, и из-за этого тоже увеличивается количество жертв. Вот. Но также стоит понимать, что вот какой-то тотальной катастрофы, что вот там весь мир в огне, и все умрем, такое тоже не грозится глобальным потеплением. Просто в каких-то отдельных уязвимых местах станет намного плохо, но это уже влияет на другие страны. Например, будет массовая миграция. Например, вот в Бангладеш, может, страна, которую вы ничего не слышали, а там живет больше людей, чем в России, 170 миллионов. Она практически вся располагается, во-первых, в зоне, где часто случаются наводнения и ураганы, во-вторых, а что если вот в таких густонаселенных местах произойдет какая-то катастрофа? Все эти люди могут распространиться по всему миру, там, им нужно будет продовольствие. Поэтому вот такие проблемы будут становиться все чаще и чаще в течение лет. И тут вопрос, как люди приспособятся. Так, ну это вот первый вопрос. Какие есть вопросы? А вот нам нужно адаптироваться к этому, или мы должны какие-то технологии создавать, чтобы от этого избавиться? Да, ну конечно, что нужно создавать технологии от этого избавиться. На самом деле, Россия, насколько я помню, тоже заявляла, как бы неофициально, что в итоге планирует отказаться от выбросов углекислого газа. И для России это особенно проблематично, что у нас, по сути, страна, основные ее доходы основаны на добыче нефти и газа. И если весь мир откажется от потребления добычи газа в таких масштабах, и, соответственно, российская нефть и газ станет не нужна. А на чем будет все же строиться экономика России? То есть это то, о чем стоит задуматься. То есть если все страны будут отказываться, а кому будут импортировать? Это, конечно, проблема не сейчас, но какая-нибудь, ну, например, через 15-20 лет она станет уже почти актуальной. Не нужно, чтобы полностью отказались от нефти и газа. Но если даже потребление упадет наполовину, и почему бы всем там не покупать более дешевую аравийскую нефть, чем покупать в России? Ну, то есть это тоже такие вопросы, особенно связанные с политикой. Вот, но, конечно, новые технологии надо адаптироваться. То есть, например, вот сейчас активно происходит, что в западных странах, что в США, что в Китае, что в Индии, и даже в африканских странах тоже, замещение именно производства электричества и наращивание новых мощностей именно за счет солнечных батарей, ветряков. Вот, мир отказался, правда, от ядерной энергетики, ее темпы сейчас очень медленные, вот, но в целом и замечать не только потому, что это выгодно с точки зрения для климата, это стало еще во многих местах и дешевле, и эффективнее. Это гарантирует странам, например, энергетическую безопасность. То есть сейчас, вот, например, проблемы в Европе были из-за того, что они были сильно зависимы от российского газа, но если бы у всех было свое производство, как, например, вот во Франции, у них, нет, там тоже проблемы, потому что у них ядерная энергетика независима от урана, вот. Да, но вот, например, если солнечные батареи и ветряки, если уже установлены мощности, то у страны больше, например, энергетической безопасности. Это, например, было бы очень полезно таким странам, как США и Китай, которые вот претендуют на мировые державы. Соответственно, вот тут тоже вопрос, как страны будут выстраивать цепочки производства. Поэтому, по сути, в идеале и в России нужно развивать производство, чтобы не зависеть полностью от других стран, что если отношения ухудшатся и так далее, чтобы все, у всех было. А вот северное сияние, которое было нормальным для московского страны, это тоже светлое? Северное сияние почему возникают? Это вот у нас есть Солнце, которое в 8 световых минутах от нас располагается, и оно периодически испускает огромное количество массы из своей внешней части, и оно вот летит на Земле. Это тоже не зависит никак от людей, люди никак не влияют на Солнце, то есть с какой периодичностью это возникает, это никак не связано с тем, что делают люди, не связано с климатом. Это уже вот связано с магнитным полем Земли, и вот многие слышат, что там магнитные полюса передвигаются, действительно так, вот, и это тоже может иметь какие-то последствия, но это тоже не зависит от людей. Вот. И то, что были аномальные северные сияния, это, тоже вот, тут уже огромный эффект влияет СМИ. То есть вот распространяется какое-то явление, люди думают, а раньше я об этом не слышал, это что-то новое, как крупное землетрясение или крупное северное сияние, а вот в прошлом такое не слышал. Но это просто стоит понимать, что случаются случайные события, которые не зависят от людей, но с какой-то периодичностью они должны случаться. Если бы они не случались, было бы странно. Но, кстати, вот эта тема очень интересна, потому что есть еще проблема, и у нас связана именно гипотетическое будущее. Есть довольно большая вероятность, что именно Солнце может столько массы именно отправить на Землю, что может произойти, что магнитное поле может не справиться. Так сейчас оно нас оберегает от
вот этих излучений. Но это влияет именно не на людей, а на электронику. То есть есть гипотетическая вероятность, что при извержении массы от Солнца оно может долететь на Земле, и электроника, особенно в северных широтах, там электропровода, трансформаторы, они могут перестать работать, просто перенагрузиться, просто из-за количества массы, которая до них дойдет. То есть и такая опасность тоже есть, иллюзия особо к ней никак не готовится, кроме того, что там, если есть предупреждение, надо будет электричество отключить по всему миру. И опять же, вот оно в первую очередь грозит странам, которые более на северных или на более южных широтах. Следующая тема, которую я бы хотел обсудить, это демография, потому что она тоже напрямую всех касается. Наша личность — это мы всего лишь единичка в статистике. То есть, вот сколько населения России? Никто же не говорит 146 миллионов 357 тысяч 375. Потому что точного числа никто не знает. И, соответственно, даже погрешность в таких вопросах, она, ну, по сути, в районе миллиона. То есть плюс-минус миллион. А вот как вот знать значимость единого человека в статистике? Но в то же время, изучая демографию, можно заметить те тренды, которые именно можно в целом проследить по обществу. Например, как меняется структура и значение семьи через поколение. Вот сколько детей рождается в семье. У многих, я думаю, вот у всех в семье, бабушек, прабабушек, было по больше там 5 детей, у кого-то там по 10. Может, кто-то рекордсмены еще больше рожает. И, соответственно, сейчас вот в современных семьях 2, максимум 3. Вот. И, соответственно, этот процесс, он же характерен не только для России, это в целом глобальный процесс, что резко снизилась рождаемость по всему миру. И это создает уже череду новых проблем. Происходит старение населения. То есть в структуре населения будет все меньше людей младше 18, меньше детей, меньше школьников, меньше студентов, а потом и меньше молодежи. И больше пенсионеров, больше людям, которым надо платить пенсию. Вот эта проблема почему? Во-первых, потому что в целом общество, когда старение населения происходит настолько сильно, оно становится более консервативным, оно менее гибкое, получается так называемая форма правления геронтократия. Получается, обществом управляют старики, пожилые люди. Вот. И это проблема потому что интересы молодых могут не учитываться. И, соответственно, например, проблемы, чтобы решить проблемы с рождаемостью, они напрямую не адресуются. Пока нет какой-то, все страны мира, весь развитый мир, не было ни одной страны, которая бы смогла полностью решить проблему с недостатком рождаемости, потому что во всех развитых странах, кроме одной, сейчас уровень, не путайте развитые и развивающие. Развивающие — это бедные, там, страны Африки, Афганистан. Развитые — это страны Европы, Америка, Восточная Азия, то есть Япония, Корея. Вот в Японии, Корее и Сингапуре, например, рождаемость самая низкая в мире. То есть она даже хуже всего сейчас ситуация в Южной Корее. Там рождаемость в 2 раза ниже, чем в России. В России у нас на одну женщину в среднем 1,4 ребенка. То есть, вот если взять все население, на женщину в среднем будет 1,4. А в Южной Корее, соответственно, 0,7, то есть в 2 раза ниже. Вот. Есть только единственная страна из развитых, где уровень рождаемости выше, чем уровень воспроизводства. Уровень воспроизводства — это 2,1, то есть, чтобы продолжить род, нужно 2 ребенка родить. Вот. Соответственно, это Израиль, но там свои факторы, идеология влияет на рождаемость. Вот. Но и в целом рождаемость остается высокая по странам развивающего мира. Вот. Так, какие вопросы есть еще? Что пояснить? Мне кажется, демография тоже такая важная проблема, о которых часто говорят по новостям, и важно понимать, что это именно глобальный феномен. И, кстати, даже в Индии, Китае, например, уже тоже происходит, рождаемость ниже уровня воспроизводства. В Китае, например, уже 2-й год подряд население уменьшается. То есть в прошлом году население Китая сократилось на 2 миллиона. И, соответственно, сейчас в Китае проблема не то, что людей слишком много, а то, что не будет хватать молодого населения, мало рождается детей, рождаемость экстремально низкая. Кстати, такая же проблема и в Западной Европе, но там она решается миграцией. И в Восточной Азии, но там общество более консервативное и менее склонное к миграции. То есть Япония, Южная Корея. Yeah.
uzbağa Zor şakılı yaptık eledi uzbağa Yaptık elevi uzmağa